В Сухуми более 1000 предприятий и организаций, однако лишь половина из них ведет хозяйственную деятельность и приносит столице доход. Совокупный объем производства товаров, работ и услуг по всем отраслям экономики города Сухум составил 28 миллиардов 970 миллионов 745 тысяч рублей, что составляет 104,4% от запланированного объема и на 17,2% превышает аналогичный показатель прошлого года. Совокупный объем прибыли за рассматриваемый период составил 3 миллиарда 225 миллионов 158 тысяч рублей, что составляет 166,8% от запланированного объема и на 31% превышает аналогичный показатель прошлого года. Данный факт, по словам Леона Кварчи, свидетельствует как об увеличении физического объема продаж ряда крупных предприятий, так и об оптимизации себестоимости производимой продукции, работы, услуг и более эффективном управлении бизнесом в условиях сложной макроэкономической ситуации. Общая численность работников, задействованных в различных сферах экономики города Сухум, составила 8652 человека. Это, естественно, по официальным данным. При совокупном фонде заработной платы в 1 миллиард 637 миллионов 679 тысяч рублей, что превышает на почти 14% аналогичный показатель прошлого года. Так, показатель среднемесячной заработной платы по городу Сухум за отчетный период составил 15 774 рубля, а за аналогичный период прошлого года он составлял 13 245 рублей. Индикативный план по объему реализованных товаров, оказанных услуг и выполненных работ за прошлый год перевыполнен практически по всем отраслям. Хуже всего с индикативными показателями справились сектор строительства и научно-производственный сектор. За рассматриваемый период предприятиями и организациями города уплачено более миллиарда рублей налоговых поступлений, что на 10% больше аналогичного показателя прошлого года. В 2016 году столичная администрация начала работу по подготовке инвестиционного паспорта города Сухум. В течение первого полугодия 2017-го работа должна быть завершена. Что касается жилищной сферы, то здесь идет активная работа. По словам главы жилуправления Сергея Матасяна, за 2016 год было принято более 1000 заявлений от граждан. Что касается выделения жилья молодым семьям, то такой программы, по словам начальника жилуправления, в администрации столицы нет. В 2016 году на учет было принято 58 нуждающихся в жилье граждан. Всего на учете стоит около 2000 человек. Что касается сферы образования, культуры и спорта столицы, заместитель главы администрации Людмила Адлиба детально рассказала о самых заметных мероприятиях и отметила, что в наступившем году они будут лишь расширяться. Сухум сохранил позитивные тенденции развития, уверен глава столичной администрации. Инфраструктурных проблем не допущено, но есть и недоработки. Адгурхаразия поставил ведомствам задачу активнее работать с должниками, которые так и стараются найти лазейки для неуплаты необходимых платежей и налогов. Нисфаршба, Алексея Гухава, Константин Парулова. Абхазское телевидение.